Добрый день всем, кто сейчас у своих голубых экранах. Мы приветствуем вас в городе женщин. Сегодня 26 января, пятница, потому с вами будем мы, Саргалана Амосова. Добрый день. Юлиана Ким. Здравствуйте. И я, Мария Павлова. Сегодня мы затронем очень актуальную тему — социальные сети и дети. Ведь с развитием новых технологий они настолько плотно вошли в нашу жизнь, что дети теперь мечтают не стать учителями, бизнесменами или космонавтами, а все хотят открыть свой канал на YouTube и стать популярным блогером. А также мы будем говорить о той, которой посвящают стихи и песни, любовь которой может окрылить на любые подвиги и защитить от любых невзгод. Это, конечно же, наши мамы. И наверняка согласятся все с тем, что мам не бывает одинаковых. Кто-то строгий, кто-то менее. Бывают мамы хохотушки, домашние, очень деловые. И так можно перечислять бесконечно. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – мамы бывают разные. Всем доброго дня, а мы начинаем. Девочки, а вы как бы оценили, какие вы мамы? Ну, я, наверное, в меру строгая и в меру лояльная мама. Но я думаю, обо мне смогут сказать мои дети. Мне судить сложно. Со стороны всегда сложнее, да? А я больше всего на свете люблю, когда ко мне подбегают мои дети, обнимают меня, целуют, говорят, какая я хорошая, самая красивая. Но это вместе с тем, что я довольно-таки строгая и требовательная мама. Так мило. Мне все это предстоит, но тем интереснее. А далее, дорогие телезрители, наша традиционная рубрика «Фабрика идей» от Юлианы Ким. Итак, мы начинаем нашу рубрику «Фабрика идей», в которой сегодня я хотела бы вам рассказать, как можно украсить плечики или, значит, вешалки, как их многие называют, да? Я хочу им придать сегодня такой красивый женственный вид и украсить их цветочками. Для этого нам понадобится, как обычно, акриловая белая краска. Обязательно под салфетку нужно наносить белый грунт для того, чтобы салфетка выглядела ярче. Кисточка, канцелярский нож, ножницы, ну и, собственно говоря, сама вешалка. Вот, давайте начнем. Это будет декупаж, да? Да, это будет техника декупаж. Мы начинаем закрашивать наш плечик белой акриловой краской. А может подойти пластиковая вешалка? Ты знаешь, акриловая краска, она лучше берется на дерево. Поэтому желательно, чтобы была деревянная заготовка. А краска же, она специальная, да, по дереву? Краска, ну, а вообще акрил, он наносится по стеклу, но пластмасс бывает разный, да, написано пластмасс там, по стеклу, плохо берет. по ткани. Да. Таким вот образом мы наносим полностью на всю вешалку и дадим подсохнуть нашей краске, да? Поэтому я приготовила заготовочку. У меня есть уже покрашенная вешалка. Так, и для декупажа обычно используется салфетка трехслойная. Она продается отдельно в магазинах для хобби. Так, видите, отделяем два слоя, и остается у нас один тоненький слой. А простые салфетки подойдут? Бывают же такие красочные, Нет. тоже трехслойные. Нет, ну, салфетки должны быть вот такие вот большие, да, и они для праздника, их продают еще все, ну, в наборе, и можно их купить также по одной штучке в магазине. Для того, чтобы нам посмотреть, как будет у нас смотреться салфетка, да, мы ее должны приложить сначала к изделию, затем вот так с помощью канцелярского ножа примерно вырезать лишние детали, которые нам не понадобятся, которые нам будут мешать, когда мы будем склеивать. Салфетку будем наносить с помощью специального клея для декупажа. Но если у вас нет этого клея, то вы можете использовать обычный клей ПВА. Вот таким вот образом мы отделили ненужные детальки. И начинаем наносить клей. Специальный клей для декупажа.
Такое интересное занятие, даже с детьми, наверное, можно, да? Оно очень интересное, увлекательное и очень простое. То есть здесь мы наносим салфетку полностью, поэтому не нужно вырезать какие-то мотивы определенные, да? Если даже какие-то будут погрехи, ничего страшного. Можно отрезать кусочек салфеточки и также его аккуратненько приклеить. То есть никаких Это- стыков там ничего не видно? Да, здесь абсолютно стыки не видны. Так, сейчас мы сделаем такой надрезик, чтобы у нас салфеточка легла ровненько. Можно сверху клей наносить. Я думаю, что такие плечики, конечно, они будут видны не всем, но вашу душу уж точно порадует. Здорово. Чувствую прям, что скоро мы увидим что-то очень красивое. И раз мы заговорили о прекрасном, девочки, предлагаю перейти к теме искусства. А у вас был опыт, когда с вас писали портреты, вы позировали мастерам, художникам? Ну, у меня такого опыта не было, да, чтобы позировать мастерам, но когда мы отдыхали на море, там есть же уличные художники, которые, да, рисуют недорого и быстро, минут за 20. Вот такой вот у меня был опыт, и мне очень понравилось. Нет, а мне, наверное, все это только предстоит, у меня такого опыта еще не было. Кстати, вот всегда поражало то, как художники могут вот буквально за пару минут уловить черты лица и сделать такой похожий портрет. Согласитесь, да? А какой сейчас самый известный портрет в мире? Ну, на мой взгляд, наверняка это Джоконда, да, Леонардо да Винчи, и его улыбка Мона Лизы, которая наверняка заворожила миллионы и миллионы людей. А вы знаете, такие интересные факты есть об этой картине. Она сейчас хранится в Лувре, и оказывается, специально под нее сделали отдельную комнату, которая музею стоила порядка 7 миллионов долларов. Представляете, там какая-то своя супер-пупер атмосфера. А я знаю, что в ходе подробных исследований было выяснено, то, что он ее не нарисовал сразу. Он сначала, у него это уже третий вариант, да, прямо на этой картине. И вот те ранние мазки, да, они были более светлые. Да, и получается, он пытался всегда ее довести до совершенства. Такие интересные факты. Да, далее, дорогие телезрители, мы хотим представить вам нашу новую рубрику, которая, надеемся, вам полюбится. Муза и музей. Портрет – удивительный жанр. Это не только художественный материал и способ познания эпохи, но еще и бесценный исторический документ, где в лицах и типажах отпечатался далекий период того времени. Великое множество музейных коллекций имеют произведения, именуемые как портрет неизвестного, женский портрет, кисть неизвестного художника. И требуется очень много труда, времени, чтобы найти это имя. И когда паспортные данные находятся, портрет оживает и начинает говорить историю. Среди художников, обогативших отечественное искусство, было много выходцев из крепостных семей. Так случилось и с Федором Славянским. Мальчик Федя, которого заметил великий живописец Алексей Гаврилович Венецианов, дал ему первые шаги в рисовании. Он окончил Академию художеств в звании академик портретной живописи. Славянский предстает в своих работах художником тонким и наблюдательным, ищущим характерные особенности изображенного. Он унаследовал от Венецианова здоровые основы реализма. Перед нами не просто портрет, женский, а Анна Амалия Бекман. В девичестве Гейнс. И, кстати, она является тещей художника и бабушкой его детей. Сейчас мы можем, по прошествии стольких лет, мы можем всмотреться в это лицо, посмотреть в ее глаза, в которых видна не только история, но и ее судьба. Очень удивительно, как художник может показать фактуру ткани, шелк ли это, атлас, кружево. Но больше всего, конечно, это лицо человека, этот взгляд.
Действительно, портрет – жанр, требующий от автора полной отдачи, ведь художник-портретист имеет дело с характером человека, его сложной индивидуальностью. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Город женщин». А я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – «Мамы бывают разные». И сегодня у нас в студии в гостях многодетная мама, учитель математики и информатики коррекционной школы-интернат номер 34 города Якутска Туяра Николаевна Васильева и ее маленькая дочь Алиса. Здравствуйте! Здравствуйте. Туяра, вот поделитесь, вы многодетная мама, у вас 3 детей. 3. И 3 детей наверняка требуют втрое больше внимания, втрое больше собранности. Как вам удается все совмещать, и дом, и работу такую? Ну, у меня 2 старших сыновей, они уже большие, старшему 17 лет, среднему 10, и вот 3-годовалая дочка. Ну, старшие помогают, да. Они уже имеют какой-то опыт, свои обязанности по дому, которые выполняют каждый день. То есть у вас какое-то расписание? Ну, у нас распределение обязанностей дома. Как вы к такому пришли? Как это вот получилось? Наверняка не сразу. Нет, конечно, не сразу. Ну, вообще к порядку меня приучила моя мама. С самого детства она прививала во мне вот такие вот качества, которые должны быть у женщины. В детстве я помню ее шкаф большой, тогда еще была стенки были, да? Открываю любой шкаф, и там идеальный порядок, идеальная чистота. А у мамы у вас сколько было? 3, тоже 3. Тоже. 2 дочки есть. Ну и вот с тех времен уже у меня выработались такие вот. Туяра, расскажите, а ваши дети, они также в своих шкафах соблюдают порядок, как и вы? Ну, я вот распределила шкаф именно по таким частям. Да, вот, есть полки мальчиков, которые они могут постоянно Пользоваться. То есть разделили все, да? И тогда получается, что у меня получается Дорогие телезрители, Туяра, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой сразу продолжим. Добрый день, вы смотрите «Город женщин». Напоминаю, что до рекламы к нам присоединилась многодетная мама, у которой, как признаются ее знакомые, всегда идеальный порядок. Это учитель в коррекционной школе Туяра Васильева. Туяра, мы предлагаем вам посмотреть сейчас небольшое видео, которое мы подготовили специально. Организация любого пространства начинается с избавления от всего лишнего. Нет смысла пытаться организовать вещи, которые вам давно не нужны. Обязательно избавьтесь от всего, что давно не носили или больше не планируете носить. Я лично всегда делаю так. Если есть сомнения по поводу какой-либо вещи, это верный сигнал того, что эта вещь кандидат на убывание. Чтобы шкаф смотрелся организованно и опрятно, подбирайте одинаковые вешалки. Я советую обратить внимание на подобные вешалки-плечики для одежды. Эти тонкие создания занимают намного меньше места в шкафу по сравнению с традиционными вешалками. А еще они покрыты специальным противоскользящим материалом. Одежда с таких вешалок не соскальзывает. А стоят они, как правило, очень приемлемо. А следующее, что мы можем сделать для того, чтобы шкаф и смотрелся более стильно, и был более функциональным, это сортировать и группировать вещи по цвету. Так их будет намного проще искать, да и шкаф будет выглядеть опрятнее. Например, в моем гардеробе цветов немного, и я развесила вещи от более темных тонов к более светлым. Начнем с полок. Здесь простое, но очень важное правило – хранить наиболее востребованные вещи в самом легкодоступном месте на уровне глаз. То, что надевается реже, например, сезонная одежда, хранится на менее доступных полках. Переходим к ящикам.
Туда может поместиться огромная куча вещей. Вещи там не пылятся и скрыты от посторонних глаз. Храните свои вещи вертикально, и у вас появится хороший обзор всего того, что лежит в шкафу. А теперь давайте посмотрим, как можно организовать шкаф с помощью специальных вешалок. На такую интересную вешалку можно повесить целую кучу вещей. Например, майки, шарфы, ремни. Яра, вот мы посмотрели такое видео. Вы наверняка пользуетесь всеми этими советами, да? Ну, я об этом не знала, вот сейчас только, но на уровне инстинкта почему-то у меня, да, примерно так же. Всегда так, Да, вешалки должны быть одинаковые, смотрящие в одну сторону. Все должно висеть, да, от большого размера к меньшему. Ну, Мы предлагаем сразу показать, как вы у себя дома упорядочиваете, да? Подготовили такую небольшую зону. Ну, сразу скажу, да, все рубашки, они должны быть, ну, после стирки они должны быть отутюжены и повешены все, ну, вот как там предложено, да? Все на плечиках. Да, а на полках у меня стоят футболки. То есть мы складываем, мы должны сложить вещи так, чтобы было удобно доставать. Поэтому... Чтобы и ребенок не устроил там бардак, да? Да, и при вытаскивании, чтобы он не другие вещи не мог. То, Яра, скажите, вы складываете вещи, да, новые, которые поглаженные, а ребенок, когда одел один раз футболку, он сам складывает потом в шкаф, или же вы Нет. делаете это? Один раз, если одел, то уже не ложит обратно в шкаф. Мы лучше... У нас стирка происходит каждый день. То есть, если ребенок один раз одел футболку, то вечером я прихожу и полоскаю. Ну, сейчас в наше время для хозяек очень много же, ну, как в подмогу, да, если раньше Техника вся позволяет. все стирали сами, то сейчас стиральная машинка, посудомоечная машинка нам в помощь. Облегчила жизнь. Да, поэтому я думаю, что не так сложно убрать один шкаф. Как у вас хватает времени на это? Вы же работаете? Да, я работаю в школе, но не знаю, ну, как, это же обязанности любой женщины. А вам не бывает никогда лень? Не бывает лень, но мне бывает лень, да. Но у меня муж такой же, как и я. Вот мы уже с ним прожили. То есть вы приучили и мужа, да? Но он сам то есть- по натуре такой, но просто я ему показала несколько таких этих, ну, как нужно убирать. И вы сейчас мотивируете друг друга на уборку, да? Поэтому если не Сыновья я, то, старшие если не также я, то убирают, он. да? Если Скоро Алиса будет также убираться. Я надеюсь, ну, мальчики есть мальчики, они все равно убирают не так, как я хочу, поэтому, если даже они убирают, я начинаю переделывать. Ну, ладно, это вот футболки, понятно, да? Футболки, они сложенные, вот здесь вот все видно. Все по цветам, Да. да? От Чтобы темного по к цветам все светлому. было, да? Желательно одинаковые цвета рядышком не ложить, потому что, чтобы они не путались там. Вера, вот вы не думаете, то, что вот вы приучили к такому порядку, а потом вам не будут ваши невестки сердиться на вас будущие? Но я надеюсь, что мальчики, ну, видя мой, ну, как сказать, Опыт. Да, опыт, они найдут, и, ну, постараются найти такую же. Ну, даже если не найдут такую же, то они научат ее, по крайней мере, да, что нужно так делать. Вы научите, наверное, своих Да. невесток. Вот нижнее белье мальчиков я ложу вот так вот. Именно сейчас Такие контейнеры, очень да? много всяких разных коробочек, да, но для одежды именно хорошо, когда коробка ну, из текстиля. Поэтому вот нижнее белье ложу в таком формате, да, чтобы мальчики пришли, спокойно взяли и вот пошли дальше, да. И носочки, например, можно сложить вот. Алиса, подойди, пожалуйста. Носочки можно сложить вот так вот. Это короткие, это Как-то вы очень интересно сложили. это Сложили. короткие носочки. Давайте еще раз Да. сделаем носочек. Носочки бывают длинные и короткие. Ага, вот здесь Так, чтобы не путаться, вот короткие носочки складываем в два, так, и сразу сворачиваем, чтобы угол был именно вот так вот. Сейчас я узнаю, получится ли у меня этот угол. То, У Яра, меня я вот получился видела кружок. ваши фотографии, да, у вас дома в комнатах идеальный порядок. Вот расскажите Ну да, нашим самое телезрительницам такое секреты. место в доме — это детская комната, да, самая, которая требует повышенного прямо Внимание, да, времени больше. Да, ну и там у нас ну, 2 рабочих стола, за которыми должны обязательно убирать мальчики сами. У них есть шкаф, но поделенный на полки.
То есть вторая полка сверху – это 11-й класс старшего сына. Я бы не смогла быть вашей невесткой. Все не прошла конкурс. Ага. Нет, это же короткие носочки. Их вот так вот скатывают. Здорово. И вот так. Все. Тогда вот видно, что они короткие, да? А если нужно, вот сейчас зимой носят же длинные носочки, их сворачиваем. Спасибо, Туяра, за ваши секреты. Надеемся, что мы были полезны вам, дорогие телезрители. А мы продолжаем. А вы знали то, что 21 января был Всемирный день объятий? И сейчас я бы хотела поздравить тебя, Мария, с этим днем и крепко-крепко обнять. А также вчера был день студента. Да, Поздравляем такой вот всех повод. студентов. Давайте посмотрим сюжет, который подготовила Айсена Бурнашова. Национальный день объятий был придуман не так давно. Он родился в 1986 году в США. И именно оттуда он распространился по всему миру. День объятий отмечают 4 раза в году, но обществу больше известна январская дата. Люди любят обниматься. В США был даже установлен рекорд – 777 объятий в день. А самое долгое объятие было зафиксировано в Великобритании, и продолжалось оно 24 часа 44 минуты. Эти факты занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Вместе с нами в этот день обнимались и другие любвеобильные страны Запада. Во многих городах можно было встретить людей с плакатами, где написано «Обниму бесплатно». Вот и мы, вооружившись слоганом, пошли раздавать объятия. И знаете, мы могли бы сказать, что День объятий уже прочно занял свое место в линейке международных праздников, но оказалось, что нет. Может, кто-то хочет бесплатно обняться? И даже иностранцы, казалось бы, зачинатели этого доброго дня, не были в курсе про праздник. You know about National Hugging Day? Is it today? Yes. Oh, I didn't know that. Well, now I do. Вы не знаете? You don't know? No, I don't know. No? Hug. It's объятие. No? Радует то, что многие россияне в вопросе обнимашек оказались более осведомленными. Я обнимаю, конечно, жену своего друга. Ну, это без праздников и без повода, просто так. Ну, естественно. Поднимает настроение, безусловно. Радость у каждого человека появляется. Дружба, любовь, радость, счастье, да. Во время такого дружеского объятия люди обмениваются не только положительными эмоциями, но и неким душевным теплом. Но, конечно, существуют и научные обоснования полезности объятий. Во-первых, они повышают иммунитет. Во-вторых, стимулируют центральную нервную систему. И в-третьих, объятия повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона окситоцина, вызывающего счастье и благожелательное расположение к другим людям. Психологи уверяют, что обниматься нужно как минимум 15 раз в день. Что вы думаете по поводу этого? 15 раз, ну, это много, конечно, но, в принципе, почему нет? Сколько надо, так столько и будет. Проснулся, обнял, уснул, обнял, пришел, обнял. На обед, завтрак и ужин. Надо постоянно обнимать людей. Чем больше, тем лучше. А вы в день сколько раз обнимаетесь? Как придется. Давайте и мы с вами сегодня обнимемся. С днем объятий! Сегодня я стала счастливее на несколько дней вперед. И если вы до сих пор не обняли сидящего рядом с вами человека, советую скорее это сделать. А я пойду обниму и поздравлю с Национальным днем объятий своего коллегу Егора. Егор, ну что, давай обнимемся, сегодня же праздник. Нет, ты не хочешь? Специально для города женщин. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Санкт-Петербург. Ну вот сказали про 15 раз, да, объятий в день. Вот вы столько обнимаетесь? Если честно, наверное, меньше. Хотя с ребенком, да,
Да, с ребенком, наверное, даже и больше выходит. А вот если вы не добираете это количество объятий, тогда вам нужно хотя бы 20 минут теплого, дружеского, человеческого общения, и тогда вы все будете счастливы. Но я думаю, что обнимать нужно не только детей, но и мужа, а также родителей. Ведь вы обмениваетесь таким образом теплом, и не обязательно считать количество. Ну Главное, да, качество. это сближает семью, да? А, девочка, есть еще такой интересный факт. Оказывается, в Америке Тим Харрис некий открыл такой ресторан с девизом «Завтраки, ланчи, объятия», где прямо вот в меню прописали объятия. Здорово, да? А сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Добрый день, дорогие телезрители! Напоминаем, что вы смотрите передачу «Город женщин». И в нашей фабрике идей я хотела бы показать, какой получился итог. Мы украшали вешалку для гардероба. Посмотрите, я перенесла салфетку вот таким образом, чтобы она казалось, как будто бы она покрашенная. Также дома я приготовила заготовки. Посмотрите, вот такие вот салфеточки, девочки, я вот перевела на наши вешалки. Получилась не такая узнать, красота. Да? Я бы никогда не подумала, что это салфетка. Да, я бы думала, сама нарисовала. схема очень простая. Белая акриловая краска – это грунт, затем декупажный клей, затем салфетка и затем акриловый лак. Очень просто, я думаю. Каждая сможет с этим справиться. Нет, это сохнет очень быстро. Вот. Я думаю, шкаф сразу преобразится, да, ваш? Да. Здорово. Спасибо, Юлиана, за такую хорошую идею. Пожалуйста. И теперь давайте посмотрим нашу традиционную рубрику «Полезный Инстаграм». С вами рубрика «Полезный Инстаграм». У нашей передачи есть своя страничка в этой социальной сети, куда нам ежедневно пишут наши телезрители. Они задают различные вопросы или предлагают интересные темы для эфиров. И вот сегодня, по вашим просьбам, мы затронем очень актуальную и важную тему на сегодняшний день. Это социальные сети и дети. Буквально через минуту к нам присоединится детский психолог, а сейчас я бы хотела вам рассказать о возрастных ограничениях. В социальной сети Facebook, а также в Instagram можно быть зарегистрированным официально с 13 лет. А во ВКонтакте и YouTube желаемый возраст – это 18. Но ни один из этих сайтов не проводит какую-то проверку. Достаточно только ввести дату рождения, а с этим может справиться даже ребенок. Поэтому только близкий человек может научить ребенка правильно относиться к социальным сетям. А как это сделать, с какой стороны подойти, нам подскажет детский психолог Надежда Кылыярова. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. 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 Мы вас приветствуем, Надежда. Ну вот, как я уже сказала, да, социальные сети у нас уже очень плотно вошли в нашу жизнь. И что делать? Ограничивать ребенка или наоборот как-то его туда помогать, да? Помогать, да. Ну да, вы очень правильно заметили, все зависит от возраста ребенка, потому что вот социальные сети – это тоже пространство, как и наше общество, среда. И любой сознательный родитель не отпустит маленького ребенка одного путешествовать, и тем более там на долгое время, потому что там есть и плохое, и хорошее, все-все-все, что есть в нашей жизни. И поэтому, когда у ребенка появляется интерес в раннем детстве, да, лучше родителю помочь и потом научить, как правильно, да, как не попасть в плохие какие-то ситуации, группы, да, и потом уже ребенок становится самостоятельным. А как правило, вот это вот интерес, он появляется очень рано, тем более у современных детей. И в каком возрасте разрешить зарегистрироваться? Ну, как все это контролировать? Да, это совместно с ребенком родитель выбирает. У некоторых детей очень рано возникает интерес, и иногда даже бывают талантливые дети, которые могут какие-то интересные сюжеты создавать, да, или делиться какими-то своими выступлениями, да. В социальных сетях очень много публики,
И если у ребенка артистический талант, то они могут с родителем, например, снимать вайны. Вот это практикуется, очень интересно бывает. Хорошие такие есть страницы, да, детские, где родитель помогает, и в будущем ребенок может выбрать даже профессию такую. Вот. И на любую тему, которая интересна ребенку, взрослый может поддержать его и помогать. Ну, есть же и негативная сторона, да, вот Да. сейчас мы видим то, что вечер, да, в обычной семье, родители с гаджетами, отдали ребенку гаджет, все устали и просто вот отдыхают, но это стало уже нормой жизни, наверное, да, вот как это отражается на детях? Ну да, сейчас вот, ну, как любая зависимость, это как болезнь. И оно опасно, и если ребенок попал вот в интернет-зависимость, да, зависимость от каких-то социальных сетей, это действительно опасно, и надо помогать, и это не только проблема ребенка, это проблема всей семьи. А вот что делать? Часто бывает, особенно подростки наверняка, закрывают свои страницы и не пускают туда ни родителей, ни членов семьи. Что делать? Вот как, сохраняя вот эту дружескую отношение и не вызывая агрессию своего ребенка, вот как? Но тут тема психологических границ. И любое вторжение в личное пространство и ребенка, и взрослого, это считается как агрессия. И если родитель встревоженный каким-то моментом ворвется в его личное пространство, в частности, там, аккаунт, да, он потеряет доверие ребенка своего. То есть ребенок не будет сотрудничать с родителем, потому что родитель ведет себя агрессивно. Поэтому, конечно, когда подростки, у них меняются приоритеты, интерес больше, и авторитетнее становятся сверстники. И что делать вот родителю? Ну, об этом надо позаботиться очень рано. Не когда вот возникает, когда уже ребенок подросток, да, а когда он еще маленький. Учить его, где плохо и где хорошо, чего опасаться, куда ходить, чем интересоваться. Если мы вот этот момент ранее упускаем, то мы не можем знать, куда может попасть ребенок, в какую среду, если мы заранее не научим его. Ну вот дети ранимые, да, подростки еще ранимее. А мы знаем то, что интернет — это такая среда, где бывает очень много негатива. И вот если, допустим, ребенок опубликовал, как он думает, очень хорошие фотографии, а там пошли негативные комментарии, то, что он там плохой, некрасивый, как к этому детей нужно готовить? Это очень интересный вопрос, потому что в соцсетях есть такой компонент эмоциональный. И вот когда ставят лайки, да, это такое поглаживание, это сигнал о том, что люди тебя приняли. И у каждого человека представление о себе формируется постепенно с раннего детства. И когда человек достаточно в раннем детстве получил вот этих поглаживаний, принятия, таким, какой он есть в своей семье от родителей, да, то у него не будет во взрослой жизни такой потребности сильной быть кем-то принятым в разных образах, например, да, когда селфи делают и выставляем вот на показ, да, и лайки — это поглаживание, да, ты хорош. Вот. И если у человека очень сильная потребность, это, ну, может быть тем, что он недополучил какое-то принятие от своих родителей, от своей среды, где он рос. Вот. Ну, еще бывают профессиональные какие-то вещи, когда профессия связана вот тоже с популярностью, да, с принятием обществом, творчества. Это тоже чуть-чуть другая тема. И когда ребенок очень сильно расстраивается от того, что у него мало лайков, его не приняли, да, это такой вопрос, надо поставить родителю, насколько я принимаю своего ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким я хочу его видеть. Скорее вот такой психологический момент.
Это вот отношения в семье, Да. получается. Да, отношения в Да, семье. то есть именно социальные сети, они обнажают, наверное, то, что Да, совершенно да, верно. говорят, ну, у каждого свои тараканы, вот, и они, наверное, вот так обнажаются. Да, да, потому что в социальных сетях нету, ну, есть такая ощущение анонимности, да, и все, что мы ограничиваем себя в среде социальной, они, ну, их нету, и проявляется то, что есть в истине. Истина. Да, а вот вы интересно говорили, да, то, что вот не всегда люди, даже взрослые, не понимают, то, что социальные сети это вот не игра, а реальная жизнь. Да, и... Как не перепутать реальность? Ну, просто, ну, не все дети понимают эту границу. Как ему объяснить то, что есть соцсети, есть обычная жизнь, но она должна быть такой без притворства. Вот любой уход в какую-то виртуальную среду или какой-то уход любой, да, сигнализирует о том, что ребенку не нравится реальная жизнь, которая окружает ее в данный момент. И он начинает искать, у него какие-то потребности у ребенка, да, быть интересным, быть принятым, или там у него какие-то таланты, потребности, которые он хочет удовлетворить. А бывает, частенько вот заходишь на страницу, вроде бы такой ребенок милый, да, добрый, такой красивый, улыбчивый. Смотришь, страница вся такая депрессивная. Да. Что делать? Вот родителю дать Нужно понять, что он это насторожиться. видел? Или как? Ну вот ребенок уходит туда за какой-то потребностью. Какая-то его потребность не удовлетворена в семье и в той среде, где он живет. И если реальная среда ему не нравится, потребности его не удовлетворяются, эмоциональные, какие-то, где он чувствует себя В общем, нужно комфортно. искать проблему в себе и в своей семье, да? Да, по большей части это проблема Общаться, всей семьи. Спасибо большое, Надежда, что поделились своими секретами, за ваши советы. Надеемся, что мы были полезны. Дорогие телезрители, а мы продолжаем. Вы смотрите «Город женщин». И вот уже почти февраль, настало время обновлять косметичку, приобретать новые чарующие ароматы, чтобы во всеоружии встретить дыхание долгожданной весны. Сильная половина, вы тоже не обделены вниманием. Для вас также есть огромный выбор ароматов. И все это я говорю о магазине Хозмаркет. И по адресу Автострады 50 лет Октября 1А там открылся новый отдел косметики и парфюма. Так что там есть огромный выбор. Все можете туда заглянуть. Тем более на носу выходные и обновить свою косметичку, свои ароматы. Девочки, наверняка тоже такой будет этот совет, дать, куда пойти в эти выходные. Хорошо. Так интересно, я даже не знала, что в Хозмаркете продают косметику. Да, я вот думала, что именно бытовая химия. Ну вот теперь вы знаете, и там есть всего-всего очень много. Очень интересно. Да. И, дорогие телезрители, давайте сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой мы обязательно увидимся. И здесь будут у нас очень интересные гости, которые поделятся. Это мама и дочь, которые поделятся своим отношением. Добрый день всем, кто только что к нам присоединился. Вы смотрите телепередачу «Город женщин». Я напоминаю, что сегодня мы говорим о мамах и о том, какие они бывают разные. И прямо сейчас я хочу в студию пригласить нашу гостью, уже опытную маму, у которой 2 взрослых детей, педагога-психолога высшей категории, отличника образования Марфу Николаевну Шарину. Здравствуйте. Здравствуйте. Марфа Николаевна, у вас 2 детей взрослых. Одна из которых наша известная хомусистка Василена Шарина. Наверняка ее многие знают, наши телезрители. Вот как бы вы оценили, какая вы мама? Ну, каждая мама, наверное, не сможет, наверное, оценить, какая она на самом деле. Наверняка дети скажут, какая я мама.
Ну, считаю, что неплохая. А вот все-таки строгая, Ну, насчет лояльная. насчет строгости, да, я строгая мама. То есть вы в чем-то ограничиваете их, да, сдерживаете? Ну, естественно, обязательно грань того, что не надо, нет, дети должны знать. Обязательно. Это ту грань, которую нельзя перешагнуть, переступить. Это уже приводит к чему-то, они должны понимать с малых. Вот у вас сын и дочь. Ага, Вот как нужно их воспитывать, чтобы вот сохранять дружбу между мальчиками и девочками? Вот наверняка все идет из детства. Да, да, да. Ну, например, да, вот один случай я вспомнила, когда Василине было где-то 4 годика, да, а сыну где-то 1,5 годика. Пришли подружки к ней, да, и она начала в своей комнате там играть, что-то делать, разговаривать. И в это время заходит братик и начал мешать, наверное. Я в кухне была, и как раз она выбегает и говорит: мама, Коля там то что-то там это делает, нам мешает. И я сказала: ну, приведи его. И она сразу так побежала, притащила его прямо, он такой понурый пришел. Виноватый, да? Да, виноватый такой подошел. Я говорю: ну, давайте поставь его в угол. А угол у нас, ну, по якутским традициям, обычаям, в угол детей не надо ставить, да? Поэтому угол у нас был, как его, около... Такой номинальный. Нет, не номинальный, а около холодильника. Вот это был наш угол. И она поставилась и с радостью побежала обратно. Я говорю: а ты куда пошла? Она говорит: девочкам, подружкам, говорит. Я говорю: нет, если вы общий язык не нашли, ну давай стань вместе с ним. То есть, да? И наказывали все вместе, да? Да, и поговори с ним, чтобы найти общий язык. И она сразу что-то пробуршала. И мы уже договорились, он понял. Я говорю: нет. Пока я уже, да, пока я почувствую, что вы поняли, да, друг друга, только тогда. Она говорит: тогда что подружку будут делать? Я подружек скажу, пусть чтобы... подождут, да? Нет, не подождут, а просто я скажу, что Василина занята, и они уйдут. Я сказала им, и они ушли. Это был уроком. После того момента они никогда, до сих пор, никогда не ссорятся. Они начинают находить какой-то компромисс. Да, компромисс какой-то, да. Это очень правильно. Вот хороший подход, да? Да. А скажите, в какой был подростковый период? Вот мы смотрим, Василина такая девочка активная, яркая. Наверняка вот был период такого выраженного «я». Ну, были ли какие-то бунты, может? Ну, насчет бунтов нет, потому что, может, я педагог, может, я психолог, это помогало. Ну, потому что всегда, ну, проблемы есть, да, но надо решать это. Когда она вот в школе училась, вот в классе иногда бывало, что подружки не разговаривают. Она приходит в школу, сидит одна, никто не подходит, и бойкот там объявляли, и куда-то не приглашали. Вот эту проблему... Это как у детей бывает, да? Да, у всех у детей бывает. Поэтому я всегда, когда вот проблемы начинают, она всегда мне в открытую все рассказывает, даже плохие, хорошие. И вот она подходила и говорила то, что вот у меня такой, как ее... подружки со мной не разговаривают, что мне делать. И я говорила, советовалась, да? Да, советовалась. Я говорила, я знала, что именно зачинитель, да, который вот именно вот проблем, знала и говорила, вот подходи к этой, ну, например, допустим, Ане, да, подходи, скажи что-то. И она скажет это, ты должна ответить вот так. И вот, то есть советовали, как говорить, да? Как говорить. А вот, Марфа Николаевна, вы такой педагог с большим стажем, психолог, да и как вы решились вот на такие вайны, которые наверняка видели многие? Вы же популярный блогер. Ну, насчет этого, да, ну... Дочка моя мне сказала, да, ну, мы всегда вот вечером всегда разговаривали, там, шутили, всегда вот такие посиделки у меня есть, вот такие типа. И мы там шутили, всякое разное, и она сказала, давай мы снимем. Ну, я думала, там, ну, знакомая там заметит, 5-6 человек, я согласилась такая.
И когда она сказала, что... Тысячи просмотров? Да, до 30 доходила. Я вообще чуть с ума не сошла. Но уже девочка, моя дочка просит. Я, ну что, господи, там... Ничего страшного. А на улице узнают, наверное, уже. Я один раз этот букет покупала, и они говорят: Марфа Николаевна, я говорю, может, это мой ученик, я подумала. Оказывается, я вас не узнаю. И она сказала: нет, по WhatsApp, по Instagram я вас вижу. И каждый в автобусе, когда еду, в магазине, там все. Так интересно, да? А вот вы такая вот веселая такая, да, душевная мама. А вот как сохранить ту грань, чтобы ребенок не относился к тебе как к подружке? Нет. Чтобы быть и мамой, и другом, вот, чтобы все-таки... Нет, больше надо, наверное, быть подругой. Да, другом. Вот сына тоже у меня всегда вот в открытую все секретничаем, все такие проблемы. Если вот ты открыто всегда относишься к своим детям, да, вот получаешь то, что ты уже... Что посеешь, то и пожнешь, да? То и посеешь, и пожнешь. И то, что я вот, например, говорю «да», это настоящее «да». Да? Если нет, то уже нет. Марфа Николаевна, давайте теперь послушаем мнение вашей дочери. Ага, вы снимали, да? Ответы, да? Спрашивали, да, у нее? Василена, вот расскажи, как ты относилась к маме вот в подростковом возрасте? Обычно же всегда такие активные бывают. Мама, прием, привет. Ты меня слышишь? Нет, она не слышит. Не слышит? Она здесь за студией. В подростковом возрасте. Здесь. Ну, сюрприз. Скажу то, что мама всегда для меня лучшая подружка. И я очень благодарна ей, что такая у меня мама. Я благодарна судьбе, что такая у меня самая чудесная мама на свете, в мире. А сказать о подростковом возрасте... Ну что ты делала такого, за что сейчас немножко стыдно? Нет, в подростковом возрасте что мы делаем все? Ну что мы делаем? Ну я, конечно, курила, я, конечно, пробовала пить, но я всегда в первую же очередь говорила маме. Приходила и сказала: мама, я попробовала. Она спрашивает: и что? Ну как, понравилось? И что? Что-то прибавилось? Выводы какие-то делали, разговаривали. Но я никогда до сих пор не обманываю маму. И то, что у меня внутри, какие-то, как сказать... Чувства, может быть? Да, чувства. Я все это рассказываю ей. А вот чувствовала ли ты себя когда-нибудь виноватой? Виноватой? Конечно, были ситуации, но... Самая яркая. Самая яркая. Не могу вспомнить. Мама, извини меня. Прости. Есть такой случай, когда я обидела маму, из-за чего не помню, но мы с ней в одном доме не разговаривали с ней 2 недели целых. Я к ней подходила так: мама, прости. Я отходила, что-то делала своими руками, открытки делала. Она сказала: нет. Слово «нет» для нее это «нет». Так что не надо там что-то делать, там еще что-то просить. Если нет сказала, то нет. Ухожу. Я плакала. Мама меня не любит. Это самое долгое, которое мы не разговаривали в одном доме. Ага. А что ты можешь сказать еще о своей маме? Моя мама, она шикарная женщина. Наверное, давай, сделай сюрприз. Мама, ты супер женщина, ты мой менеджер, ты мой администратор, самый лучший человек на свете. Мами, я иду к тебе. Уру-гуру. Какая встреча. Ай, когда да меня не не плачь, тюкру. Такая. Ой, садитесь, пожалуйста. Мык. Что это, Марфа Николаевна, что это было? Почему 2 недели не разговаривали? Что это было? Помнишь, я не помню. Извини.
Ну, сейчас вспомнить наверняка не смогу, но когда они что-то делали, да, то, что мне нравилось или что-то плохое, я никогда не кричала, не повышала свой голос, но самым плохим было то, что я никогда к ним не подходила, не целовала и не разговаривала. Вот это было вообще ужасно для них. Вообще ужасно. Зато сейчас вы компенсируете это все с лихвой, да, как мы видим, дорогие гости. Спасибо вам большое, что поприсутствовали у нас на передаче. Оставайтесь всегда такими лучезарными, яркими. Может, что-нибудь пожелать нашим телезрителям? Очень коротко. Так, ну, что родителям я хочу посоветовать? Надо любить все, только любить. И если... любите своих детей. Спасибо большое. На этом наша передача подходит к концу. Увидимся ровно через неделю.